Время от времени мы возвращаемся к телевизионному проекту «Мозаика». В этой программе, в этом проекте обычно студенты и вообще разная молодежь имеют возможность комментировать разные темы. Сегодня мы подытоживаем первый год обучения со студентами первого курса исторического факультета. Я пригласила на нашу беседу куратора этой группы, заместителя декана исторического факультета, кандидата исторических наук, преподавателя с большим опытом преподавания, и ее мнение в конце нашей беседы будет для нас иметь такое экспертное значение. Всем привет, и мы начинаем свою передачу. Прошли времена, когда поступить на исторический факультет было архисложно. Появились специальности, профессии, которые более престижные, более востребованные, но тем не менее среди части молодежи есть и такие, которым интересна история. История как наука, история как предмет. И, видимо, поэтому на ИСТФАКе на каждом курсе у нас то и дело появляется, скажем так, сильное рабочее звено, на кого мы можем опереться и с кем можно с удовольствием работать. Ребята только-только завершили летнюю экзаменационную сессию, небольшие формальности, и вы уже будете считаться второкурсниками. Первый вопрос: почему ИСТФАК? Почему выбрали ИСТФАК? Наверное, у каждого своя история. Хотелось бы услышать вашу историю. Меня зовут Харази Архан, и я поступил на исторический факультет в прошлом году. И я поступил сюда не просто так, это было взвешенное и обдуманное мною решение. Я даже больше скажу, что я уже принял решение, что буду поступать именно на исторический факультет с тех самых пор, как только в мои руки попала самая первая книга, это «История Абхазии для 5 и 9 классов». И прочитав даже только первую страницу, я уже решил, что я буду учиться именно на историческом факультете. Если у многих, у других была такая, то, что в 11 классе они встали между тем, что куда нужно поступать и нужно было выбирать, то у меня таких проблем не было. Я просто уже на протяжении 5 или 6 лет знал, куда я буду поступать, и готовился к этому. И не пожалел, если честно. А что там Да. было на первой странице, что привлекло твое Ну, внимание и так вот да. тебя сфокусировало на Мгм. этом? Ну, всегда, вот даже с самого детства, мне всегда было интересно различные древние оружия, какие-то доспехи и тому подобное. Открыв первую страницу, как раз каменный век, и чуть полистав, я увидел там и про скифов, и про абхазское оружие, и вот оно меня очень сильно заинтересовало. И мне это было очень интересно, и вот как-то так получилось то, что меня это завлекло и привлекло мое внимание, и благодаря чему я принял решение поступать именно на исторический факультет. И, честно скажу, не пожалел, мне очень сильно все понравилось, и вот уже год моего обучения подошел к концу. Сколь Адамей. Вообще, мне достаточно было трудно выбирать все-таки, куда поступить. Я вот в классе 10 пытался определиться, потому что всю жизнь вот два основных направления, в которых мне было интереснее всего развиваться, это вот история как раз-таки и медицина. То есть я долгое время думал все-таки, куда конкретно поступить, потому что, например, по истории, что по биологии, я вот за 6 лет, как у нас эти есть предметы в школе, ну, с 5 по 11 класс, всегда хорошо учился, вот даже могу сказать, что ни одной четверки, тройки у меня не было по этим предметам за 6 лет, и вот всегда мне было сложно выбрать все-таки, что история или медицина, потому что оба направления очень интересны, очень масштабные и всегда привлекали меня. Но вот все-таки в классе 10 я понял, что история мне больше интересна, к тому же у нас есть примеры важных вот историков вот в жизни Абхазии, вот Владислав Григорьевич, сколько он для Настоящая страны сделал. профориентационная работа идет для историков. Должна сказать, Вот что мы и записываем передачу в такое спасибо. время, когда как раз-таки абитуриенты готовятся к экзаменам и выбирают профессию. И вот, видя пример вот такого историка, я все-таки решил, что вот для меня будет история все-таки важнее и привлекательнее. Олег Сергуш. Я начал готовиться и в целом вот выбрал исторический именно к 11 классу. Это связано с тем, что вот мне изначально нравились гуманитарные науки, но я не мог выбрать между историей, биологией, географией. То есть изначально именно вот упор на биологию шел. То есть собирался поступить, возможно, не сюда с самого начала, этот выбор вот пришел уже со временем, именно уже к середине вот 11 класса. Именно тогда я начал готовиться к вступительным экзаменам, и ну, по ходу этих событий вот я понял то, что мне подходит исторический. То есть понравилась очень дисциплина, и не жалею, что поступил. Я Кулбая Нину. Я могу сказать точно, что я с ранних лет увлекаюсь историей.
И могу сказать честно, я всегда собиралась поступить именно в исторический факультет, так как для меня история — это, можно сказать, отдельная любовь. Я всегда увлекалась историей. Для меня особенно история России являлась самым ярким событием в моей жизни. Я впервые начала заниматься историей России Вау, еще неожиданно для в меня. 6 классе. И я могу сказать, что после 6 класса я уже была уверена, что я должна поступить именно в исторический факультет. И могу сказать, что да, я сомневалась в себе, думала, что я не поступлю, может быть, у меня недостаточно знаний, но я здесь сижу. Не, Я какую уже школу во вы втором закончили? В курсе. какой школе вы учились? Да. В Хятском среднем школе номер 2, Галский район. Галский район. Спасибо. История для нее отдельная любовь. Это мне понравилась. Фраза такая интересная, ключевая. Меня зовут Гудаля Леон. И если говорить откровенно, то изначально моей целью не было поступать именно на исторический факультет. Еще с 5 класса я начал задумываться о том, куда мне поступить. Сначала я хотел пойти по стопам своей бабушки, поскольку она была очень хорошим шеф-поваром. Но, к большому сожалению, из-за моего недостаточного опыта я решил отбросить это желание. Но потом у меня появилось другое желание пойти на графического дизайнера. Я хотел создать свой собственный веб-комикс. И мечты — это классно, но, как по мне, иногда некоторые мечты, они совершенно несбыточны, и я перестал стараться. И однажды, побывав на экскурсии у своей тети, ну, она экскурсовод, и мне крайне сильно понравилось то, как она преподносит отдыхающим историю нашего народа. И мне понравилось то, насколько же наша история все-таки богата разными событиями. Меня это сильно вдохновило, и я принял решение, что поступлю именно на этот курс и начну прославлять нашу историю для всех. Здравствуйте, меня зовут Иоланта Кайтамба, ученица исторического факультета. И, честно сказать, любовь к истории, она... Ну, вообще эта история начинается именно с детства, потому что одним из ключевых персонажей, который стал как бы путеводителем к тому, чтобы я сюда поступила и чтобы мне понравилась история, это был мой отец. Мой отец, он всю жизнь любил историю, он хотел быть историком, однако из-за несложившихся обстоятельств, из-за войны, он ветеран Отечественной войны, я не хочу говорить больше, так как я знаю, что ему не нравится, когда я о нем много говорю, однако он мне привил огромную любовь к истории, особенно к нашей отечественной истории, возил нас в разные места, много рассказывал, особенно периоды войны для меня огромная боль слышать все его рассказы, и я хочу дальше, чтобы наша история развивалась, и всякая дезинформация, которая появляется в интернете, она исчезла, и мы отстаивали свою историю как можно больше, и чтобы еще больше людей знало свою историю, особенно нашу древнюю историю. Поэтому я выбрала именно этот факультет и ни о чем не пожалела. Спасибо. Твой отец Рауль Кайтамба, правда Да. же? Я знаю, что у него были очень сложные драматические истории, связанные еще с 1989 годом. Кстати, об Да. этом никто ничего почти не знает. Ну, знают те, которые соприкасались с ним, но почему-то до телевизионной камеры мы его довести не смогли. Он все время нам отказывает, и до сих пор не получилось. Но я знаю, что 89 год он знает лучше многих нас.
Почему я сделала выбор именно поучаствовать в такой беседе именно с первым курсом? Потому что первый курс наполовину, особенно в первом семестре, они еще остаются школьниками. По крайней мере, так мне кажется, и идет адаптационный период, не очень простой. Преподаватели могут на вас еще и накричать, потому что с дисциплиной у вас бывает, что не очень хорошо. Хотя вот с этим курсом у меня, честно говоря, таких проблем не было. Университет, понятно, что это не школа, жесткого контроля нет, другие форматы обучения. Сначала сошлюсь на один пример, как пришлось однажды общаться с одной иностранной студенткой, которая училась в России, в Москве, в одном из лучших элитных вузов, скажем так. Я спрашивала у нее, каково учиться, не буду называть вуз. Она говорит, что я удовольствия от обучения не получила. Не получила, потому что в течение всего обучения каждый раз ты думаешь только о том, сможешь ли ты вообще сдать сессию или нет. И она говорит, что все время мы стрессовали, потому что очень часто преподаватели нас пугали. Зачет не сдадите, экзамен не сдадите. Никакого удовольствия от обучения не было. То есть мы старались, но вот этот фон психологический, который был, она говорит, что он был не очень приятный. Мой вопрос: каково учиться на нашем ИСТ-факе? Вот здесь говорит открыто, немножко, наверное, будет сложно, но хотелось бы услышать на самом деле честные голоса. Говоря о сложностях обучения на историческом факультете, я говорю лично о себе. Изначально, конечно же, да, был адаптационный период, мы ходили, только приехали, было очень интересно. Если в школе у нас уроки длились всего 40 минут, сейчас это час 20 наши привычные уже лекции. Но первое время было чуть-чуть сложно, а потом пришли и аттестации, затем и зачеты, и экзамен. То есть, говоря о первом полугодии, я очень быстро адаптировался, потому что здесь учились и до сих пор учатся мои друзья, братья, старшие. Они сразу начали нам помогать, объяснять, поделились своим опытом, да и к тому же наши преподаватели постоянно помогали нам в наших начинаниях, и на лекциях они нам изначально потратили большое количество времени, чтобы объяснить, в чем есть различия, как вы сказали, школы от университета. И большое им спасибо за это. И благодаря, мне кажется, и в моем личном понимании, для меня большую помощь мне оказали в первую очередь это преподаватели, которые тратили свое время, чтобы первокурсникам объяснять, как надо и как нельзя. И, конечно же, наши друзья и братья, которые помогали нам. Говоря про обучение, то есть, конечно же, это вовлекло нас, эти первые лекции особенно, то есть это вхождение, так скажем, в жизнь исторического факультета, она тоже на нас очень сильно повлияла. Мне лично это все очень понравилось. И особенно мне понравилась первая сессия, потому что, как и всегда, мне кажется, в университете все твои старания всегда помогают тебе в будущем и в дальнейшем. И потратив небольшое количество времени, небольшое количество усилий, все эти усилия обернулись для меня в лучшую сторону именно на зимней сессии. И говоря или дать совет другим, которые будут поступать, в первую очередь нужно прикладывать усилия для того, чтобы учиться здесь. А потом и происходит и процесс вовлечения, и происходит вовлечение в саму жизнь исторического факультета, это различные мероприятия и так далее. Все это отпечаталось в моей памяти, и мне это очень сильно все понравилось, и до сих пор оно все мне нравится. Знаешь, у меня в школе был завуч, который почти в рифмах очень часто нам говорил: имейте в виду, в этом году вы окончательно пропали. Вот такая была страшилка. Но страшилок тут не было, среди преподавателей не говорили, что все серьезно, все будет жестко, экзамены впереди, учитесь. Было что-то такое? Сейчас, если я вспомню, то скажу, то есть первое, что мне приходит в голову, это, конечно, то есть первые лекции, когда мы пришли, нам сразу объяснили, то есть и сказали, что впереди вас будут ждать, конечно же, экзамены, но нам не говорили, что вы не сдадите, наоборот, нас подбадривали и говорили, то есть вы должны просто прикладывать небольшое количество усилий, и если вы начнете этим делом заниматься, то происходит и вовлечение в это дело, вам становится это интересно, и потом в дальнейшем это вам пригодится. То есть эти слова подтвердились лично для меня, особенно по истории Абхазии. То есть наш преподаватель нас направлял, и по сей день она нас направляет, хотя уже нам не будет она на втором курсе преподавать, но
Хочу ей сказать тоже большое спасибо, потому что она была первым человеком, который нам, так скажем, с подробностями объяснил, как проходит сессия. И как она сказала, так оно все и было. Ну, в принципе, вот уже, получается, заканчиваем первый курс. И вот если подводить итоги вот того, что я увидел здесь, вот описать свои ощущения, то, в принципе, по большей части все так происходит, как я ожидал. То есть, конечно, были люди, которые пугали, что вот здесь ты поступишь, будет сложно, все серьезно, слишком, но, в принципе, я увидел, какие у нас преподаватели, то есть я не вижу здесь, чтобы как-то особо валили людей. Особых сложностей с обучением, по-моему, или с чем-то еще здесь у студентов нету, в принципе, все зависит в первую очередь от студента, вот я это понял за вот это время. Получается, если ты выполняешь нормы, учишься все-таки, мы же сюда все поступаем для того, чтобы получить знания какие-то, а не просто так. То есть, если ты выполняешь то, что надо, следуешь своей цели, то есть обучаешься, то, в принципе, проблем у тебя здесь не будет. И вот как Архан уже говорил, если ты все делаешь как надо, то и на сессии тебе особо волноваться тоже не придется по большей части. Во-первых, потому что ты будешь знать весь сам материал, если ты учишься. А во-вторых, сами преподаватели будут понимать, что ты обучаешься, то есть все делаешь правильно, и, понятно, уже тоже пойдут на определенные уступки. И, в принципе, я вполне себе, можно сказать, доволен, я думаю, говорю за весь свой факультет, что мы наши все оправдания ждались, и мы не расстроились по вот окончанию года, получается, в своем выборе. Здравствуйте, я Челаре Фредерик. Что касается завершения первого курса, ну, ожидания были какие? Было по большей части страшно первое время, что что-то не получится и тому подобное, но когда поступил, уже после первой зимней сессии тоже прошла, можно сказать, легко. Ну а потом дальше стало намного легче, мы и познакомились намного ближе с нашими друзьями, с преподавателями. И сейчас перед поступлением, вернее перед началом второго курса, просто самым трудным, кажется, это вот подниматься на 4-й этаж. Молодец. А так, на самом деле прошло все очень хорошо, и наши ожидания, они во много раз больше оправдались. خا مادزن بيشرب كلنا خص لها ناس حريه بيشو هاون زس خزيس حوزر يا بيشو صوت يا هاي سما يا خيط ما بيشرب كوي جراوزر بيشرب ودا سسهني مودي خزيت زرخسيت ناسكي درزت شويه مرزت تبو بحراس استقو بزبانزر سكراب خزاو كن حد خراون مكان حيشحسوس كوي وركاوت из брекомпи زيت ابو بسر استقو. Здравствуйте, я Перулава Анна. Мои ожидания по поводу экзаменов. Самое сложное, скорее всего, будет зимняя сессия, потому что ты не понимаешь, что тебя ждет. Когда ты уже проходишь на зимнюю сессию, все там хорошо проходит, педагоги тоже очень добродушные, и они очень тебе помогают, то ты понимаешь, что летняя сессия тоже очень хорошо пройдет. Что по поводу сказать по поводу первых недель поступления на исторический факультет, то ожидания говорили, что здесь будет очень сложно, что там какая-то ошибка, все, сразу тебя могут отчислить. Но когда ты поступил, то понял, что здесь очень много разных мероприятий проходят, где тебя педагоги все время возят, очень интересные мероприятия, также очень интересно проходят лекции. Хочу сказать, поблагодарить педагогов за очень интересные лекции. Меня зовут Кабба Данил, я поступал на юридический факультет изначально, думал, что это мое, то, что мне понравится, но по ходу обучения понял, что мне это не совсем подходит, не совсем интересно, и уже где-то к концу семестра начал задумываться о том, чтобы перевестись на какой-нибудь другой факультет. Я понял, что мне больше всего подходит исторический, потому что в школе тоже мне нравилось историю учить, история Абхазии был один из любимых предметов, и вот я поступил на исторический. В принципе, ни о чем не жалею, мне здесь нравится обучение. Мои ожидания, в принципе, думаю, оправдались. Со всеми преподавателями прямо вот выстраивались отношения очень легко, вот комфортно, или же преподаватели очень разные. Неужели мы все вот преподаватели, на первом курсе я понимаю, что вы еще не всех преподавателей знаете, что мы все прям такие одинаковые. Я так поняла, что мы абсолютно не жесткие, мы
какое-то человеческое участие, наверное, принимаем в вашей жизни. По крайней мере, из того, что вы говорите, зритель будет думать именно таким образом. Если проводить параллели, то есть, как говорят мои друзья, которые учатся на других факультетах, где-то за границей и тому подобное, то я хочу сказать то, что наши преподаватели, у каждого, конечно, преподавателя свой характер, свои какие-то особенности, будь то на самих лекциях, будь то на сессиях, у каждого есть свои особенности, но именно говоря вот о преподавателях первого курса, будь то зимней сессии, то есть те, которые уже сдали мы, те преподаватели, которые нам уже не преподают, и те, которые до сих пор нам преподают. Я хочу отметить то, что все эти преподаватели достаточно таки добрые, и у них нет такого, я лично не заметил такого, чтобы вот одного студента они как-то недолюбливают, вот хотят его как-то завалить и так далее. То есть наоборот, лично на своем примере скажу, что я лично видел то, что наши преподаватели, даже в случае того, что если студент как-то не учился или, может, не ходил на лекции, наоборот, как-то пытались заинтересовать его, чтобы он и возобновил свое похождение на лекции и улучшил качество своих ответов на лекциях. И это происходило методом юмора, шуток и так далее. То есть они пытались вовлечь студента в свой предмет, что мне очень сильно нравилось, и благодаря чему, даже поступив на исторический факультет, я не знал, что у нас будет здесь столько предметов, но благодаря вот именно вот таким особым качествам наших преподавателей даже заинтересовался и начал чуть-чуть больше познавать и другие предметы, которые мы уже прошли, и даже которые не изучаем, и за что хочу сказать им большое спасибо. И от такого то, что какой-то негатив со стороны преподавателей или что-то тому подобное я лично не замечал. И именно этот фактор, кстати, и повлиял, почему мне так сильно нравится обучаться здесь. Илона, они большие дипломаты. Я знаю, у некоторых были проблемы с преподавателями, но они промолчат, конечно, это. Но это тоже, в общем-то, хорошее воспитание. В наше время редко с таким качеством тоже встречаешься, потому что мы сейчас привыкли все писать, все озвучивать, себя преподносить обществу, пиарить себя. Кое-какие моменты промолчали. Это не касается, кстати, историков, преподавателей, не буду дальше углубляться. Строгий преподаватель, а для вас сразу это плохой преподаватель, сложный преподаватель, требовательный преподаватель. Вот где та грань, когда вы говорите, мне не нравится этот преподаватель, потому что что? Потому что он требовательный или какие-то другие качества в К преподавателе, сожалению, они не говорят так. которые заставляют вас, может быть, больше нервничать. И я не говорю не любить преподавателя, это дело второе, а не очень любить предмет. Потому что такие случаи бывают, и мы помним из-за школы, когда ты переносишь свое отношение к учителям, да, на предмет, который ты потом перестаешь любить, учить, интересоваться. Ну, говоря о том, какие наши преподаватели, будь то строгие, или с которыми можно по-другому как-то поговорить, или на лекциях у кого можно посидеть, который тебе расскажет каких-то своих жизненных историй, будет связывать свой предмет со своим жизненным опытом, на своем личном примере рассказывать, объяснять какие-то его нюансы и особенности. Конечно, такой преподаватель лично для нас, студентов, кажется как будто чуть-чуть ближе, который ставит себя на один уровень с нами, и находиться, конечно же, на лекции такого преподавателя, конечно, вдвойне интересно. А вот говоря о том, какой преподаватель в нашем понимании строгий, конечно же, это тот, который требует больше от своего предмета, и такое качество лично мною понимается. Я не говорю то, что преподаватель, который требует больше, он как-то нелюбим нами. Конечно же, который требует поменьше, все-таки он будет любим нами чуть побольше, но который требует, особенно если это важный предмет, это профильный предмет, то есть его вот эти посылы, которые направлены на то, чтобы даже сдать экзамен или получить какую-то желанную оценку, у него тяжелее. Лично я такого преподавателя понимаю, все-таки нам предстоит еще дальше обучаться, у нас будут еще экзамены, а некоторые преподаватели, которые, как мы говорим сейчас, строгие, они на каких-то курсах будут оставлять, нас уже будут преподавать другие, конечно же, он хочет, чтобы его студенты, которые обучались именно им, конечно же, чтобы у них был большой багаж знаний, которые они пронесут с собой. И такого студента он, конечно же, хочет видеть каждый преподаватель, мне кажется. И поэтому строгих преподавателей мы тоже понимаем, но все-таки, которые проводят с нами больше времени, рассказывают своих историй. Роланд, изначально с самого детства мне очень сильно нравилась история, а именно направление археологии. Тебе уже нравится больше археология, да? Вот Ну, ты это выделяешь изначально так и было. археологию.
Ну, вообще, как ты думаешь, легко учиться на факультете? Вот когда я задаю вопрос, каково учиться на истфаке, Ну, да? каково, если А. я так считаю, если человеку нравится, то он сможет. Если нет желания, то он не сможет. Говоря о студенческой вот этой жизни и так далее, вступить в нее было небольшой трудностью, так как я сменяла школу, для меня уже был какой-то опыт к тому, чтобы адаптироваться к разным новым местам, к разным новым эмоциям и так далее. Естественно, университет — это не школа. Часто были запугивания о том, что вот экзамен сдать — это ничего. А вот удержаться на курсе — это уже совсем другое дело, это очень трудно, тяжело. Однако, ну, кто учится, у кого получается, они обязательно будут держаться, я считаю. Получается так, что тебя завлекают какие-то предметы, тебе что-то начинает нравиться. Конечно, бывает, что наоборот идет отторжение, и человеку вообще ничего не хочется. Вот могу на своем примере... Или ты имеешь в виду школьный опыт свой, или все-таки вы университетский тоже? Как бы это сочетание, я изначально не было мысли об историческом факультете, как таковой, именно стопроцентный гарант, не было. Меня больше тянуло на лингвистику, у меня удавалось учить другие языки, однако, изучая тот же английский язык, просто перестал нравиться. Просто какое-то желание, которое было до этого, весь задор исчез. Вот и история, она была для меня таким предметом, который не был для меня как обязанностью, наверное. И поэтому сейчас никаких трудностей, я считаю. Вот просто все говорят еще за экзамены, постоянно экзамены, вы не сдадите, вам будет плохо. Ну, я не говорю о преподавателях, это и друзья, и дома, это волнение, конечно, тревога, но с этим тоже сталкиваемся, это тоже переживаем. И ничего, никто не умер. Она хороший спикер, из нее будет хороший спикер, потому что она говорит очень искренне, говорит интересные вещи. Первый человек, который в этой аудитории, заговоривший об академическом стрессе. Мне очень нравится сам процесс обучения на истфаке, очень приятно он проходит, даже период адаптации прошел очень легко, хотя мне это обычно тяжело дается. В принципе, обучаться тоже достаточно легко, предметы интересные, преподаватели приятные. Хоть и меня и запугивали в начале экзамена, типа, что могут нас после первого же экзамена выгнать, если там не получится сдать. Было такое облегчение. Кто запугивал, от кого страшилки были? С других факультетов говорили, со старших курсов. На нашем факультете все хорошо. Никто никого не пугает вообще. Все вот прям как по маслу. После того, как была сдана первая зимняя сессия, было очень большое облегчение. Сразу же было понятно, что будет дальше идти легче. Летняя сессия прошла намного легче, чем зимняя для меня, не знаю, как для других. А насчет строгих преподавателей, то они добавляли больше задора в обучении, что типа получить хорошую оценку этого преподавателя, добавляли больше упорства и желания учить этот предмет. Если какой-то предмет не давался, то больше напора на него уходило, чем на остальные. Да, изначально могу сказать, что было сложно, но со временем я привыкла к студенческой жизни, привыкла к однокурсникам, привыкла к преподавателям. На мой взгляд, мне кажется, что в формировании такой хорошей мнений об историческом факультете сыграли именно преподаватели наши, так как нам очень повезло с деканатом, нам очень повезло с кураторшей. Она несколько раз меня очень сильно поддерживала, могу сказать, говорила мне очень искренние слова. Я ее за это очень сильно благодарю и ценю. Могу сказать, что да, мне было сложно, но я поняла, что если ты любишь историю, если ты с удовольствием изучаешь свой предмет, тебе очень легко. Если честно, с 6, наверное, класс по 9 я думала поступить на физико-математический факультет, однако вот интерес к истории у меня, наверное, появился с класса 9. В первую очередь, наверное, стоит поблагодарить моего преподавателя по истории Абхазии, по истории России. Из-за нее у меня появился такой интерес к истории. Хашиг Виктория Станиславовна.
Она вот преподавала в нашей школе, получается, историю Абхазии, историю России и обществознание. Именно вот из-за нее, скорее всего, у меня появилась такая сильная любовь к истории, в первую очередь это к отечественной истории. И выбор я, наверное, все-таки сделала в какой-то степени, свой вклад она вложила, наверное, в мой выбор. Я сталкивалась, в общем, в своей практике с такой ситуацией, что изначально студентам ИСТФАКа больше все же нравится отечественная история, история Абхазии. Какая проблема, неважно какой предмет, Абхазия, Россия, Греция, Рим, которая больше привлекла ваше внимание, и вы более углубленно захотели, скажем, уже вот на этом этапе знать эту тему, эту проблему. В первую очередь, я опять же вернусь к нашей отечественной истории, это история Абхазии. Хоть ту тему, которая мне больше всего интересна, мы на данный момент еще не проходили, но наш преподаватель, то будь то в школе, то даже сейчас в университете, вкольцо затрагивали эту тему. Это, конечно же, грузино-абхазский наш конфликт. Все-таки эта тема ближе каждому из нас. У каждого из нас есть наши родственники, наши отцы, дяди, дедушки, кто воевали на этой войне. И, конечно же, мы росли на этих историях, все-таки на каких-либо застольях, где бы мы ни сидели. Даже дома затрагивается эта тема у нас, потому что у меня лично двое моих родных дядей погибли на войне. И поэтому всегда вот их героические подвиги мне всегда были интересны. И как-то вскользь я всегда у наших родственников или соседей всегда спрашивал о них. И вот эта тема более всего мне интересна и трагичная, мне кажется, и для всех в нашей стране, даже в истории нашего народа это одна из самых трагических тем. Но все-таки, хоть у меня на данный момент пока что в углубленном виде не изучал эту тему, но все-таки жду именно вот изучения вот этой вот темы. Я считаю то, что вот нельзя, то есть именно выделять одну конкретную историю. Ну, то есть, естественно, вот каждый из нас, когда поступали, именно вот акцент они делали на истории Абхазии. Она была для них наиболее интересная, наиболее актуальная, но я считаю то, что каждое из ответвлений истории, которые мы изучали и на первом, и на втором семестре, оно заслуживает отдельного внимания. То есть, например, история Древнего Востока, античности, России, это все невероятно интересно. Ну, например, если Россия, то какая проблема наиболее интересная, вот из того, что мы учили, проходили? История России? Да. Например, ну вот я считаю то, что, например, вот средневековая эпоха в истории России — это очень обширная, интересная тема, которую можно действительно очень долго разбирать. Да у тебя какая-то была история, ты же на ИСТФАК не собирался. Да, я на биолога собирался. Ты собирался на какой? На биологический, за границу поступать. Теперь что, вот какая-то трансформация произошла, у тебя интерес появился? Ну нет, изначально, то есть в чем были осложнения, ну то есть мне нравилась биология, конечно же, с детства, но при этом невозможно было биологию отделять от другой дисциплины, которая мне, наоборот, очень сильно не нравилась, то есть точные науки мне не нравятся с самого детства. А в их число вот химия попала, как оказалось, это прям для меня, вот, честно, был еще один повод передумать, наверное. Также наверное, повлияло то, что вот экзамены вот последние в школе как-то больше меня в историю углубили, и это был еще один повод. Я как-то понял то, что действительно подходит мне история. Затем уже на самом деле очень легко пошло вот, процесс учения. Насколько я помню, начал я вот именно с декабря 11 класса и как-то очень быстро начал усваивать на самом деле. То есть до этого я больше вот именно в школьные годы, наверное, учебе столько внимания не отдавал из-за того, что был больше вот в спорте. Но затем уже вот очень большой интерес появился к истории, очень оправдали ожидания вступительные экзамены. Первый семестр я считаю прекрасный, а второй тоже не разочаровал и все еще считаю очень интересное направление. При поступлении на исторический факультет большинство студентов ставили в приоритет именно историю Абхазии. Но уже при поступлении открывались все более новые дисциплины, которые раскрывали ту или иную цивилизацию. Мы ознакомились там с Древним Востоком, с древней эпохой и так далее. Мы и другие дисциплины будем изучать. И если брать все эти дисциплины
в один, то ты понимаешь, что все они крайне важны и для твоего дальнейшего будущего. И особенно сильно ты хорошо должен знать именно свою отечественную историю. Но и при этом, если ты хорошо знаешь свою историю, то ты можешь ее сопоставлять и с другими историями. Например, историю России с историей Абхазии. Если наблюдать то, что Свою происходит у историю этих... тоже невозможно хорошо знать без вообще всеобщей истории. Да, если, например, наблюдать за историей России, то мы можем заметить, как народ там постоянно пытается, затрагивает вопрос этого крепостного права, как людям тяжело жить под постоянным контролем и рабством, что им не дают никакой свободы. А Абхазия является полной противоположностью тому, что происходило в России. И из этого можно сделать вывод, что мы, абхазы, были более свободными до некоторого времени, конечно же. Но я, естественно, не затронул то, что нас постоянно пытались контролировать и покорить. И, несмотря на это, мы все равно оставались с собой, своим народом. Ну, я отхожу от темы, но среди всех дисциплин одной из самых, как по мне, бесполезных я бы хотел назвать историческую дисциплину. Но потом... Вспомогательные исторические дисциплины имеешь в виду? Да, но потому что я всегда считал, что история, ну, это там что-то связанное с прошлым, с эпохами, но потом я ошибся в этом, и оказалось, что в исторической, ну, что в истории есть множество терминов, например, ну, стратиграфия, нумизматика, что каждый этот термин изучает свою сферу, без которой, естественно, никак дальше продолжать свое обучение, если ты все это не будешь знать, историю там флагов, монет, и все это довольно-таки важно было. И не хочу обидеть своего преподавателя, но потом со временем этот предмет мне также начал очень нравиться. Говоря о предметах, естественно, конечно, может, повторюсь, но отечественная история на первом месте, так как я живу в этой стране, я в ней родилась, я ее люблю, и я хочу изучать ее историю, уж тем более, когда у меня есть такие люди, как мой отец, это делать просто невозможно, не делать этого. Изучая другие истории, вообще нет разницы Древнего Востока, истории России, истории античности. Я вижу отражение нашей истории. Я где-то нахожу, и тем самым они становятся мне интересными. Наверное, может, это неправильно, но как есть. Также у нас есть очень интересные предметы, такие как та же история первобытного общества. Я считаю, что это очень интересно, о том, как человек стал человеком, и развитие вот этой идеи изучения. Также предмет этнологии, мне кажется, очень близок, так как понимание других народов ведет к тому, что мы больше начинаем понимать себя. Просто вы мне не назвали ни одну тему. Я-то немножко конкретно больше ставила вопрос, потому что я знаю, что кому-то нравится рыцарство, кому-то нравится масонство, еще что-то. Вы, правда, пока первый курс, но думала, какие-то темы выделить. Лично для меня, наверное, тема махаджирства. Для себя хотелось бы открыть и изучить эту тему еще более углубленнее, так как непосредственно с ней связана история и моей родословной. Ты из батумских абхазов, да? Здравствуйте, я Энрик Таркил. Также хочу еще сказать, что для меня очень интересна эта история Абхазии, как всем. Также еще у нас есть такой хороший преподаватель по абхазскому языку, он мне очень сильно сейчас нравится. Я еще больше начал абхазский язык изучать, как это, потому что это мой язык, мой родной язык. А еще английский язык мне не очень был интересен в школе, если честно, но когда я пришел уже в Баку и начал его изучать, и
ну, он мне стал чуть более интересен, я его начал, побольше вот времени ему уделять. Также могу сказать за этнологию. Этнологию, ну, вот у меня с преподавателем чуть проблемы были, но ничего страшного, чуть понервничал, но все-таки сдал этот экзамен с некими пересдачами. Признался. Ну, а что? Предмет вот интересный, но преподавательница очень строгая, требовательная. Но все нормально. Смело. Ну, сегодня обучение, оно очень серьезно поменялось. Раньше в основном мы пользовались библиотеками, да, ходили в разные библиотеки, искали книги, в общем-то, листали книги, по книгам и семинары писали. Сейчас есть возможность еще использовать интернет тоже. Поэтому было бы интересно, чтобы вы рассказали немного о том, насколько вам помогает интернет. Или все-таки вы больше работаете с книгами, да? С учебниками. Ну, говоря о помощи сторонних сайтов или тех же самых современных устройств, то есть, конечно же, для нас, студентов, пользование интернетом, это, конечно же, нам очень сильно помогает, в некоторых моментах нас очень сильно выручает. И как таковой использование тех же самых книг уже нам практически не нужно, потому что у нас те же самые сайты, сторонние источники информации, будь то даже наш абхазский сайт, интернет-библиотека, это Абснотека. Использование этих страниц очень сильно помогает нам в том, что наша история малоизвестна, наших книг очень мало, а вот именно использование абхазских таких источников и книг в электронном формате, конечно же, это нас очень сильно выручает и помогает, потому что бывает такое то, что дабы подготовиться к семинару, нужно какое-то количество времени, и не хотелось бы тратить его, большую часть этого времени на поиск именно этой книги, а еще и нужно ее прочитать и успеть подготовиться. И поэтому в этом смысле интернет нам очень сильно помогает и во многих моментах даже очень сильно спасает нас. Сейчас, я думаю, большинство студентов в первую очередь пользуются именно электронными ресурсами. Вот за себя тоже могу так сказать, потому что использованием книг все-таки это сопряжено с определенными проблемами. В первую очередь найти надо учебник, потому что если какие-то условно более распространенные книги найти особой сложности не составляет, то более специализированную литературу у нас можно просто не найти. Вот опять же на своем опыте, например, скажу, при написании курсовой я не смог найти нужную книгу ни в нашей библиотеке, ни в городе своем, я тоже в Гаграх искал, не здесь, в Сухуми, в нескольких библиотеках я был. И поэтому все-таки пришлось от этой книги отказаться, хотя она очень была важна для вот раскрытия определенной темы. А использование как раз-таки электронных ресурсов в этом помогает, потому что если у тебя, понятное дело, нету книги в физическом ее состоянии, то можно просто найти в интернете, и, соответственно, с этим проблем не будет, учитывая все-таки то, что сейчас из-за вот распространенности интернета почти любую можно книгу найти все-таки, если ты достаточно постараешься. То есть, в общем, использование интернета намного легче, чем просто вот искать книги, но все-таки есть и определенные проблемы с интернетом тем же самым. Во-первых, все-таки не все книги можно найти в свободном доступе, то есть все равно, может быть, придется их покупать в электронном виде. И вот все-таки пользоваться книгой вживую, как по мне, намного приятнее и удобнее, чем использование, например, сайтов, то есть, ну, как минимум, глаза меньше устают. И вот, например, мне все-таки приятнее книги использовать, но есть определенные проблемы, как уже говорил, с тем, чтобы их найти. И поэтому приходится вот как-то совмещать эти два способа, так скажем. Если литературу найти не получается здесь в наших библиотеках, все-таки приходится использовать интернет. К тому же это, ну, просто быстрее найти книгу вот на каком-то сайте, чем искать и потом везти домой. Ну, конечно, интернет очень сильно помогает сейчас при учебе, потому что через интернет можно найти практически любой источник, учебник, и это во многом облегчает подготовку к тем же самым семинарам, но все равно намного удобнее, когда рядом лежит книга, по которой можно и прочитать, и это намного удобнее, но все же интернет, он сейчас играет очень важную роль в подготовке к учебе. Так что даже тот же самый искусственный интеллект тоже им можно пользоваться, и он облегчает задачи в несколько раз. Искусственным интеллектом умеете пользоваться? Да, да, это не так уж и трудно. Это сейчас, ну, есть и люди, по которым кажется, что это трудно, но все же это прогресс, и им надо пользоваться. И очень легко, если... Большинство интернет помогает находить нужную информацию при написании рефератов, семинаров, курсовых и так далее.
Но, как говорили мои более старшие престарелые родственники, искусственный интеллект, наоборот, делает тебя тупым, деградированным человеком, и то, что ты потом в будущем не сможешь сконцентрироваться на той или иной информации, что учебник тебе в этом поможет более лучше сконцентрироваться и закрепить в своей голове ту или иную информацию. Но хоть я им и верю, но мне и самому стало очень сложно читать учебники, и после 2 страниц я теряю к этому интерес и больше предпочитаю читать краткую информацию из интернета. Не знаю, с чем это может быть связано, но думаю, что из-за сильного наплыва всей этой информации, которую мы получаем каждый день, мозг попросту не может отсортировать все эти мысли, и поэтому он ищет более легкие пути в тех же искусственных интеллектах. Естественно, в 21 веке интернет играет важную роль для студентов, и не только для студентов. Но я все равно предпочитаю книги, так как, мне кажется, электронный ресурс не может передать то, что может передать книга. Естественно, я пользуюсь интернетом, пользуюсь искусственным интеллектом, так как до поступления в Абхазский государственный университет, естественно, я интересовалась с составом деканата, я ознакомилась с многими историками. Да, интернет играет важную роль для нас, но все-таки лучше быть заинтересованным именно книгой. Ну, как ты думаешь, вот у вас вот в группе, вообще среди молодежи, самая любимая социальная сеть какая? Инстаграм более. А вот захотелось бы спросить вообще, телевизор в ваших семьях дома, вот раньше как бы телевизор включали вечером, и вся семья собиралась и смотрела телевизор. Вот сейчас мне интересно, в семьях наших телевизор продолжает играть вот такую консолидирующую для семьи роль, или же вы, если что, какие-нибудь новости, телевизионный продукт любой, вы смотрите в гаджетах каких-то? Раньше, как в нашем детстве, то есть телевизор уже в нашей семье не играет такой важной роли. Все-таки у каждого появился свои персональные гаджеты, будь то телефоны или компьютеры. У каждого свои интересы, и как уже было раньше, все-таки телевизор перешел все-таки на второй план. Вот именно если говорить о каких-то абхазских телепередачах или тому подобное. У нас есть старшее поколение, лично у меня дома все равно мои старшие, будь то моя бабушка или мой отец, они по-прежнему все-таки. И что, подписаны на абхазское телевидение, например? Конечно. Да? Она и постоянно его и смотрит, и постоянно именно благодаря ней я узнаю какие-то интересные именно новости по Абхазии. Все-таки она старается меня вовлечь во все это. И каждый раз, когда она что-то смотрит, она пытается привести нас всех, собрать и вот показать что-то интересное, особенно передачи про наших абхазских старших, будь то наши старейшие, будь то бабушки, дедушки, которых берут интервью, она всегда именно их смотрит, старается что-то рассказать о них интересно и тому подобное. И поэтому сказать о том, что телевизор по-прежнему занимает важную роль в нашей жизни, я уже не смогу, наверное. Все-таки он перешел на второй план, и первое место все-таки держат личные наши телефоны и так далее. Уже. У нас всех есть телефоны, мы сразу всю информацию мониторим, сразу проверяем. И я думаю, сейчас все будут за телевизором после записи этой передачи, потому что все родственники придут смотреть и скажут: «О, это ты!» Так вам и надо, оказались вы в ловушке. Да. Ну, еще насчет информации, хотелось бы еще вот прошлый вопрос озвучить, так как мы ищем информацию в интернете. Это очень удобно, быстро, конечно, электронные ресурсы и так далее, но информацию нужно перепроверять. Это очень частая проблема, потому что особенно сейчас пик дезинформации, которая кишит, особенно грузинские источники, которые просто переписывают всю историю на их лад. Как мой отец в шутку говорит, что Адам и Ема были черкесами, потому что кто-то так сказал. Или какие-то споры в интернете о том, что, ну вот как анекдот уже,
был какой-то спор между, там, скажем, грузинами и армянами, и кто раньше принял христианство, и армян сказал, что армяне раньше приняли христианство еще до Христа. Вот. Поэтому каждую информацию нужно перепроверять, нужно смотреть обязательно, особенно касаемо нашей истории, потому что многих источников нет, многие источники именно в печатном виде, а это тяжело их искать очень. Я сейчас говорила о телевизоре, больше не о телевидении, ладно, может играть в жизни семьи. Потом мы удивляемся, почему наши многие молодые того не знают, этого не знают, потому что что-то там сломалось, и то, что сломалось, думаю, что не в нашу пользу. Но у вас впереди взросление, и вы многие вещи, конечно, потом переоцените. Теперь перейдем к финальным, наверное, вопросам. Я думаю, что ваш курс очень дружный. Но мы переживаем не самые легкие времена в том плане, что жизнь очень подорожала. Правда же? И получается, что эта жизнь или подорожание бьет и по карманам дружбы тоже. Да. Мне интересно, где вы вместе бываете, в кафе или просто гуляете? Удается ли вам на самом деле посидеть вместе за чашкой кофе где-нибудь в городе? Или все это очень уже накладно для студента? На сегодняшний день в той же самой нашей столице все-таки есть места, где именно нам, студентам, очень хорошо проводить время вместе. Это, конечно же, наша набережная, будь то Брехаловка. Если честно, находясь в таких живописных местах, куда-то пойти в кафе, где-то сесть уже не особо хочется все-таки. Лично говоря, вот за наш курс или за свой определенный куток, в котором мы вместе держимся, постоянно куда мы ходим, все-таки это именно набережная, особенно и также Брехаловка. Все-таки это наши любимые места, куда мы ежедневно должны приходить. И В Брехаловке, я думала, люди взрослые собираются. Нет, нам тоже там постоянно нравится находиться. Это все-таки очень красиво, живописные места и так далее. И вкусное кофе, конечно. А какую кафешку больше любят? Опять же Брехаловку или вот кафешку где-нибудь в другом месте? Нет, именно Брехаловку. Именно Брехаловка. Кофе нравится. Я могу сказать, что я стараюсь часто выходить в город с подругами. Могу сказать, что Бристоль или же вот Вершина самые комфортные места. Хочу поблагодарить именно родителей за то, что они стараются и пытаются, чтобы я провела студенческие годы счастливо реально, чтобы я не отказывалась от того, что я хочу. Это заслуга родителей в первую очередь. Вот каждый день родители вам дают что-то, правда же, на какие-то карманные расходы? Я не знаю, на кофе, на чай, на булочку, на транспорт, наверное. И вот во сколько все это садится? Вот, скажем, каждый день сколько вы тратите приблизительно? Где-то 500 рублей, не больше. 500-600. Каждый день 500-600 это очень... Нет, не каждый день. Я могу сказать, что вот если я выхожу с подругами, я могу потратить 600-700 рублей, а так в повседневной жизни 200-300. А как часто, как регулярно ты выходишь? Ты же не каждый день, наверное. Нет, не каждый день, слава богу. Разорила бы родителей. Да. В день я могу потратить где-то 200-300 рублей, не больше. Кофе за сколько можно выпить здесь, на нашей территории? 50 рублей. В Агу 50 рублей стоит кофе, да? А там на набережной сколько стоит кофе? 70-100. 70 рублей. 100 уже. Есть среди вас, кто живет в общежитии, да, или на съемной квартире? Да, конечно. Как тебе живется в городе Сухум? Мне нормально. В том смысле, что сейчас, почему я не ответил на прошлый вопрос, а именно о том, куда я хожу. Пускай знают мама и папа, я никуда не хожу. Мой бюджет я трачу как надо, то есть не гуляю. Пускай они так думают хотя бы. Вот. А на самом деле, я сам из Бедии. Сколько? Поехать стоит 500 рублей. Снять квартиру в месяц это 5000, около того. И в неделю мне дают около 2500-3 тысяч рублей. Вот. И этого, в принципе, хватает на то, чтобы не гулять, нет. Просто... Это ты нашему оператору сказал? Это я папе, маме. Чтобы они просто думают, что я деньги трачу не туда, куда надо. А так, на самом деле, 2-3 тысячи на неделю это нормально, хватает.
Насколько бы вам хватило? Вот сколько вы считаете, вам нужно в день для того, чтобы в день для того, чтобы вам было комфортно и хватило? Вот вам как вот было бы, вот если бы мне столько давали, вот тогда бы мне на все хватало. Рублей 400. Финансовый вопрос вообще очень трудный, так как мне это повезло, я живу в Сухуми, а тем, кто ездит в ту же Гудауту, они еще больше тратят. И сейчас еще подняли цены на маршрутки, 50 рублей. Я скажу, это немало, очень сильно бьет по карману. Ну, так вот, мы, честно говоря, вот во время учебы, лично за себя говорю, редко куда выхожу, и поэтому трат максимально мало. А сейчас уже чуть летнее время, хочется отдохнуть, хочется прогуляться, поэтому трат чуть больше, хочется тоже побольше времени проводить с друзьями, вот поэтому. Теперь коротенький вопрос на засыпку. Почему экзамен по моему предмету вы поставили в график последним? Я вообще думаю, что я не строгий человек. Почему вы последним поставили экзамен? Из-за того, что к этому предмету хотели больше подготовиться, более лучше, как-то другие предметы показались, может быть, легче, чем этот. Для нас троих это стало откровением, потому что можно было выбирать даты экзаменов и распределять их. Мы только что об этом узнали, если честно. На этом этапе хотелось бы знать, вообще вы как-то планируете, моделируете свое будущее? Вы уже знаете, где вы будете работать, кем вы будете работать, или пока еще живете, как живется? Вы пока только студенты. Ну, говоря о будущем, о тем, кем я вижу себя, это единственный вопрос, наверное, который здесь прозвучал, на который я, наверное, не смогу дать ответ. Это для меня, для самого какая-то, можно сказать, тайна. Я никогда об этом и не задумываюсь и стараюсь жить так, как, скажем, по течению. Куда жизнь приведет, туда и приду, а так себя в будущем именно видеть кем-то я лично не вижу и не знаю даже, кем я буду. Поживу, увижу. Ну, вопрос о будущем достаточно сложный все-таки. Мы еще первокурсники все, и нам еще учиться и учиться впереди. И, как по мне, все-таки точно говорить, вот я буду этим, я стану таким. Пока еще все-таки рано. Понятное дело, что, во-первых, лично твое мнение может измениться, ситуация в стране может измениться, сейчас в какое время живем. И поэтому, как по мне, все-таки сейчас планировать будущее сразу на первом курсе достаточно сложно и по большей части бесполезно. То есть это как минимум 3 года еще до конца обучения, а там дальше тоже как пойдет. В общем, еще, как по мне, рано задумываться все-таки серьезно об этом. Но определенный, понятное дело, что идеи должны быть, но прям серьезно к чему-то стремиться пока. Учителем истории видит себя кто-нибудь на этом этапе пока? На первом курсе? Нет еще. Вот, пожалуйста. Провели опрос, называется, социологический. Кем стать, я пока не думал, потому что даже если были какие-то Для планы... начала вы должны стать историками. Да. Историками, да. Потому что слишком много перспектив для развития, и выбрать, наверное, будет довольно трудно. Да. Интересно, кто-нибудь из вас видит себя в бизнесе? Возможно, в политике. Подводим итоги. И, наконец-то, я хочу предоставить слово вашему куратору, заместителю декана исторического факультета. И у меня вот небольшой топ вопросов, 3 вопроса. Первый вопрос. Как говорят специалисты, свобода часто оборачивается прокрастинацией. То есть, о чем я хотел сказать. Мы сравнивали школу с вузом, да? Там в школе все-таки более жесткий контроль, а вот какую-то другую свободу студент получает вот после поступления, значит, молодой человек после поступления в вуз. Что значит прокрастинация? По-другому это синдром студента, студент, который все время пытается важные дела отложить. Если даже он понимает, что его могут очистить, его могут выгнать, у него будут проблемы. Я хотела бы, исходя из этого, спросить вот о нашем курсе. Первый курс чем-то отличается вот от других предыдущих первых курсов в прошлом году, позапрошлом году? Какие-то достижения или какая-то особая дисциплина? Ну, на самом деле, вы правильно заметили, что я не первый год преподаю, и поскольку я преподаю на первых курсах, я всегда замечаю разницу между студентами первого курса и более старших. То есть уже на втором курсе они становятся абсолютно
другими. На каждом новом курсе есть такая своя какая-то личная атмосфера, есть чем они абсолютно похожи, потому что они дети, и вот эту свою детскость, можно сказать, школьное представление об учебе они переносят в аудиторию. Но есть и какая-то особенность у каждого курса, другая атмосфера, которая создается индивидуально, наверное, людьми, которые наполняют эту аудиторию. И так сложилось, что я куратор русского сектора. Я хочу сказать, что некую такую особую атмосферу на этом курсе создают. Никого не хочу обидеть, но это вот такой какой-то костяк, когда вот 5-6 человек, которые определяют настроение в группе и атмосферу в самой группе. И на этом курсе это есть. Это не только люди, которые хорошо учатся, обычно такие тянут за собой всех остальных, увлекая их в учебу. Но и еще я особенно ценю, что несмотря на то, что они дети, и эта детскость в них присутствует, и мне это очень импонирует. Этап взросления должен идти постепенно, и в каждом возрасте есть свои прелести. Если через них не пройти, сразу стать взрослым человеком, это не очень хорошо, но они очень глубокие, они мыслящие. И самое главное, что эти люди обладают очень важным для меня качеством, для всех людей, наверное, качеством, это эмпатия. Они могут себя поставить на место другого человека. Им не безразличны их друзья-однокурсники. Это люди не эгоистичные, которые думают исключительно о себе. Это люди, которые могут думать о других. Мы прежде всего воспитываем не только специалистов, хотя это наша главная задача в высшем учебном заведении. Я всегда говорю это на всех курсах, не только там, где я являюсь куратором, именно какими вы станете людьми. И для нас важен ваш личностный рост. Я не буду углубляться, то есть мы очень часто беседовали, у нас есть кураторский час и так далее. Эти люди мне продемонстрировали, что они умеют быть людьми, и в них вот этот вот личностный рост, он заметен даже на уровне первого курса, даже после не очень хорошего, ну, такого легкого инцидента, который у нас произошел в первую неделю, шалость была такая на первом курсе, они все поняли. И вот то, как они ко всему этому относятся, как они меняются, они просто каются, потому что они там чего-то боятся. Это вот показало, что в них заложен очень хороший, глубокий потенциал. Ну, а что касается прокрастинации, это и в школе можно, и в университете можно, это свойственно и взрослым людям. Здесь система немножечко другая, подход другой. Я думаю, наши семинарские занятия все-таки им дают осознать то, что долго бездельничать невозможно, нужно брать себя в руки. Аттестация хоть и не имеет каких-то особых последствий, карательных я имею в виду, но все-таки мобилизирует. Да, вот я почему про как раз-таки свободу и про прокрастинацию задала вопрос. Это неспроста, потому что я помню, в нашу программу Мазейду я приглашала студентов с других курсов, да, они тоже в свое время были первокурсниками, когда попали на эту программу, и некоторые из них стали очень популярными в Абхазии благодаря этой программе. Но я хочу сказать, что вот некоторые ребята, которые подавали очень большие надежды, и мне казалось, они очень талантливые, они правда талантливые, но они готовы были всем заниматься на свете, но вне аудитории. Вот что касалось вот учебы, мне кажется, что они все-таки немножко это все запустили. И вот я боюсь, что они не выучатся. Именно поэтому второй вопрос. Когда вы заметили, что мы имеем дело совершенно с другим поколением студентов? Вот в какие годы? Мне интересно, потому что я помню послевоенное студенчество, но вот другое совершенно поколение. Ну, наверное, это лет 5 уже, я так предполагаю. И осознание этого ко мне пришло незаметно. То есть ты начинаешь анализировать, на что приходится обращать внимание и, к сожалению, с чем приходится бороться. Ну, здесь ребята говорили о том, как они пользуются интернетом. Вам кажется, когда мы делаем замечание, что мы какие-то ретрограды и не любим интернет или не пользуемся им, и они не дадут соврать. Я все время говорю, интернет в руках человека, который обладает определенными знаниями,
это действительно большая помощь и поддержка. Но когда этих знаний нет, интернет работает против вас. И дело в том, что интернет это просто ресурс, и то, чем пользоваться. То есть не электронной библиотекой, а просто поисковик. Или здесь говорили об искусственном интеллекте, который может как помочь, так и загубить, и мы об этом знаем. А вот об этом, потому что новому поколению крайне сложно воспринимать. Так что престарелый родственники Леона в чем-то правы, так что надо к ним прислушаться. Большой объем информации, им становится скучно, и им нужно быстро и, наверное, менять подход. Мы должны не бороться с этим, потому что бороться с этим бесполезно. Мы должны воспринять это как данность, мы живем в таком мире, и просто искать новые возможности и новые пути, сделать обучение и более комфортным, и более интересным для нового поколения, и сделать его более качественным, дав им возможность полюбить предмет и полюбить чтение, заинтересовав. Вот поэтому, наверное, что-то нужно пересматривать в системе образования, это 100%. Спасибо большое. И последний вопрос. Кураторство как некий механизм или инструмент влияния на студенческую группу работает? Мне хотелось бы верить в то, что это работает. Я по своему собственному осознанию и убеждению абсолютному верю в то, что этот институт работает. Я верю в то, что мои слова в аудитории, они находят отклик в их сердцах, в их умах, что мы не просто обучаем, что мы занимаемся воспитанием, причем я отвожу этому время и на лекциях, и на более старших курсах, и всегда повторяю, что для меня важно, кем человек станет. То есть личностный рост для меня, наверное, может быть, это неправильно в студенческой аудитории говорить, гораздо важнее профессионального. Может быть, не каждый из них станет великим историком, хорошим историком или хорошим учителем, но если каждый из них станет хорошим человеком с большой буквы, достойным нашего общества, достойным членом нашего общества, ну и, соответственно, гражданином нашего государства, и будет любить и воспитывать новое поколение. Воспитывать человека в человеке. Я считаю, что это очень важно, и хотелось бы, конечно, быть не просто человеком, который приходит там и за что-то ругает, но и быть им близким другом. Ну, я завершаю. Этот курс, он разный, потому что с разным бэкграундом за спиной, скажем так, они поступили на исторический факультет, но в основном все работали. И это важно, что все старались. И мне осталось поздравить вас с завершением первого года обучения. Двигайтесь к своей мечте. Спасибо огромное вам.